Франция становится ближе. Уже в скором времени по соседству с летней студией «Страна Айгуль» появится французский дворик. Он будет находиться между 2-м и 13-м учебными корпусами. А пока на месте кафе, где будут продавать французские булочки, и появятся стены с авангардным граффити, находятся старые постройки и гаражи. Однако их дни практически сочтены. Еще совсем недавно и нынешний 13-й корпус был ветхим зданием, где находился Красный Крест. И за короткое время, благодаря стараниям руководства вуза и Министерства культуры республики, он превратился в прекрасное здание европейского уровня. Здание центра Альянс Франсез уже несколько месяцев находится в эксплуатации университета. Сейчас там проходят занятия кафедры французского языка, но пока, чтобы называться Центром французской культуры в Уфе, ему не хватает содержательной части. Именно этим в первую очередь и займется координатор сети Альянс Франсез в России госпожа Мирей Шеваль. О своих намерениях и перспективах развития центра она рассказала на встрече с общественностью республики, в числе которых были руководители крупных организаций, представители министерств, администрации города, общественной элиты столицы. В своей презентации мадам Шеваль рассказала, что открытие данного центра распахивает двери не только для межкультурного диалога, но и для экономических, образовательных перспектив и просто для всех, кто заинтересован в связях с Францией. Собравшиеся интересовались у мадам Шеваль тем, какие перспективы развития киноискусства республики появятся с образованием Альянс Франсез, установлением контактов с французскими музеями, возможностями поступления уфимских школьников в вузы Франции. Как оказалось, в Уфе проживает немало французских семей, которые хотели бы, чтобы их дети учились не в обычной школе, а в специализированной школе для французских детей. Я вновь открываю этот город, и он кажется все лучше, краше, интереснее. Я думаю, как для студентов вашего университета, так и для всех студентов республики, это возможность еще раз, так сказать, открыть для себя Европу и обогатиться тем, что она может вам представить. Мадам Мирей Шеваль приехала в гости не одна. Уфу уже не в первый раз в рамках Дней мировой франкофонии в республике посетил известный автор-исполнитель из Канады Жан-Пьер Бирюбе. Исполнитель неоднократно выступал в российских городах и покорил публику приятным баритоном и виртуозной игрой на гитаре. Песни Жан-Пьера Бирюбе – это маленькие спектакли, веселые, философские, лиричные. Певец встретился с учащимися уфимских школ и провел мастер-класс по сочинению песни, примерное исполнение которой состоялось на концерте. Для тех, кто пришел посмотреть традиционный концерт, выступление Жан-Пьера Бирюбе стало настоящим открытием. Ведь пел он вместе со зрителями. И знание языка было не главным условием. Незамысловатый текст мог повторить любой желающий, ведь язык искусства интернационален. Qu'un seul A. Coucher dans un voilier, c'est comme dormir, dormir dans une bouteille à la mer. Coucher dans un voilier, c'est comme dormir, dormir dans une bouteille à la mer. J'ai couché dans des trains et dans des autobus, j'ai dormi dans l'herbe à puce. Et couché dans le
point. Я в Уфе в третий раз, и я считаю, что знаю публику хорошо, и публика знает хорошо не только меня, но мои песни, и она очень тепло встречает эти песни. Немного обо всем в моих песнях. О жизни в целом, о любви, о смерти, о всех страданиях любви, любовных. Всего касается понемногу, и я думаю, что это хорошо. Именно за жанр исполнения своих песен Жан-Пьер популярен во многих странах. По его словам, именно через песни рождается интерес и любовь к иностранному языку.